В прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Корреспонденты и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Итоги и планы. Рамзан Кадыров провел расширенное совещание, касающееся социально-экономического развития региона. Что обсудили и какие были даны поручения? Мать-героиня. Она сумела воспитать достойных членов общества, привить им любовь, уважение к старшим. Владимир Путин присвоил высокое звание Медни Кадыровой. Она стала первой, кого наградили в нашей стране. Путь исправления. Мы абсолютно уверены, что для них это будет новая созидательная страница в их жизни. В республику прибыли трудные подростки из 15 регионов страны. Они примут участие в военно-патриотической смене «Сила Кавказа». Каковы цели и планы мероприятия? Рамзан Кадыров провел встречу с представителями социального блока. В обсуждении вынесенных на повестку дня вопросов приняли участие руководители министерств и ведомств. Рассмотрели ситуацию в сфере образования, здравоохранения и занятости населения. Заместитель председателя правительства Адам Алханов доложил результаты работы с Федеральным центром по открытию филиала МГУ. Начало учебного процесса планируется со следующего года. Также председатель правительства Муслим Хучиев известил о том, что на 2023 год планируется повышение оплаты труда на 10%. Он подчеркнул, что все соцобязательства перед гражданами будут выполнены. Так, для обеспечения различных социальных выплат предусмотрено выделение дополнительно более 3 миллиардов бюджетных средств. Министр образования Хошбауди Дааев в свою очередь отметил высокие показатели сдачи ЕГЭ среди выпускников, а также то, что все общеобразовательные учреждения укомплектованы необходимой учебной литературой. Министр же здравоохранения Сулейман Ларсанов оповестил, что благодаря проводимой работе в субъекте зарегистрировано значительно низкий показатель смертности. В рамках госпрограмм и региональных проектов ведется строительство, реконструкция, капитальный ремонт медучреждений. Выслушав доклады, глава республики дал поручения ответственным лицам. В том числе акцентировал внимание на усилении работы по изучению и популяризации чеченского языка среди подрастающего поколения. Политик также не оставил без внимания обращение ООН о якобы многочисленных нарушениях прав человека на Северном Кавказе. ООН, комитет по правам человека, ООН, по СКФО, только я заходил, цифры сюда, СКФО, нарушение прав человека, похищение, коллективное наказание, принудительная отправка на Украину, пытки и жестокое обращение, преследование правозащитников и журналистов, царь справки, в регионе, в нашем регионе, вот что соответствует из этих вопросов обратиться. Уважаемый Рамзан Ахмадович, по всем той информации, которую ООН озвучил, это явно провокация информационных террористов, таких как иностранных агентов, таких как мы знаем, которые работают на территории Российской Федерации. Это КПЧ, это Комитет по правам человека, который создал когда-то Каляпин, сейчас переименовал Милашина. Это те люди, которые многие годы работают за иностранные гранты на территории Российской Федерации. Но у нас правозащитников, никто не слышит. Я лично занимался данными вопросами, ни по одному тому факту нет подтверждений. Не имеет оснований. Мы сами боремся с этим, со СИМАИ, похищение, спецоперации,
по закону еще учил, я думаю, что Ромадона в нашем участии, вы не ваш, вы кархаяс, мы сами начали бороться с терроризмом, и с такими явлениями, покрещение, вожал, часть бороться дальше, новая республика порядка, все равно все-таки, справки я ездил, харду эльзон, в Долчах, в Северокавказской республике Швейцария, используйте оттуда, когда он тайп, что фамилия, что национальность, что поддерживает, любой человек используйте, харивал, очаг есть, используйте латуш, а он чужда, бойдон, Сандон и направленные шлари еще мы все поставили на кон, и все отдали за мирную республику, спокойную, процветающую, без похищений, без пыток, моссу, и те помощи выдолча, принудительно боштром сальдрам, в моссум надел дать, в цадона, церковь, боштром, вообще внимание лать здесь, мы сами знаем, что хочет наш народ, и исходя из этого мы строим политику, соцопрошлый, независимый царь, алушал анализ всех проблемных вопросов, определять стябы, без белошку. Расширенную версию данного материала смотрите в нашем эфире. Продолжаем выпуск. Рамзан Кадыров опубликовал очередное видеообращение в телеграм-канале, в котором он высмеивает условия переговоров, которые выдвигает руководство Украины во главе с Владимиром Зеленским. Ассаламу алейкум, приветствуем всех, добрый вечер, это опять я, опять со своим телефоном. Я прочитал условия Зеленского, о прекращении военных действий, которые Россия проводит на территории Украины, и Российской Федерации сейчас получается. И условия у него такие жесткие, я больше чем уверен, никогда ни один россиянин здравомыслящий не примет это решение. И наоборот, у нас есть условия о прекращении, даже если Россия будет, Россия остановит спецоперацию на территории Украины, мы добровольцы не хотим, и у нас нет желания, чтобы остановить борьбу против этого зла. Вот наши условия, чтобы Зеленский немедленно признал 6 регионов, что они часть территории Российской Федерации, чтобы он или выдал этих сатанистов, этих фашистов, нацистов, не знаю, их азовцев, как их называть, не знаю, я их шайтаном называю всех, этих шайтанов или пусть выдает, или их пусть сажает, если у него есть силы, средства. До тех пор мы абсолютно не согласны говорить даже о переговорах. Мы войну начали против этого зла. Это зло, у них было желание разрулить нашу суверенную государство Российской Федерации, разрушить наши семейные ценности, уничтожить религиозное, так скажем, сообщество, религиозное сообщество, будь он христианский, мусульманский, не имеет значения, и сделать из нас, не знаю, даже хуже, чем животных. Животных ты любишь, кормишь, смотришь, радуешься, они хотели из нас сделать быдло. И поэтому Россия начала эту операцию, и закончить надо с уничтожением этих предателей, которые разрешились с их территории начать эту борьбу, уничтожить тех, кто воевали, кто убивали наших братьев,
и полностью уничтожить их. После этого, как мы закончим, тогда, да, действительно, наше дело, мы будем считать, законченным. А так, если даже мы заберем, Одессу, даже Киев, пока они живы, наша война, наша борьба против этого зла, этого сатанизма не остановится, У нас есть достаточно сил, средств, достаточно воинов, чтобы до конца идти, до победного конца, без сомнений, все готовы, полной решимости, Поэтому я призываю здравомыслящих россиян и политиков, поддержать политику президента нашего, и правительства, и Госдуму, Совет Федерации, которые сегодня днем и ночью работают для нас, для граждан Российской Федерации. И мужчин я призываю еще раз, побольше проявить патриотизм, У нас каждый еженедельно отправляется по 200 добровольцев из всей России. И если будут больше будут отправлять. Мы одеваем полностью, обучаем их. И они служат, воюют с нашими отрядами. Ахмат. Поэтому побольше проявить патриотизм, защиту, любовь к своей родине, семьям, думайте, что будет завтра, если это зло зайдет к нам в Россию. Посмотрите, что творится в Европе. Поэтому руководство государства, желаем удачи, чтобы не сомневались, что народ поддерживает, да, не всегда, 100% бывает поддержка, но 80% это как никогда, очень хорошая поддержка президенту, и его деятельности. Поэтому мы все должны сегодня, знать одно, президент делает все ради своего государства, своего народа. И мы все должны его поддержать. Не бояться повестки, возвращаться домой нужно всем, кто уехал из России, особенно мужчинам, если вы мужчины, если вам, не знаю, не стыдно за себя, то хотя бы стыдитесь своих жен, детей, возвращайтесь домой, защищайте свою родину, любите свою родину. А мы, иншаллах, ради Всевышнего, ради нашего государства, выполняя приказ Верховного Главнокомандующего, сделаем все для того, чтобы в кратчайшие сроки уничтожить эту нечисть. Аллаху Акбар, Ахмад, сила, Россия, мощь. Владимир Путин впервые присвоил звание «Мать-героиня». Его учредили в августе этого года для матерей, родивших и воспитавших 10 и более детей. Одной из первых награжденных стала супруга главы республики Медни Кадырова. Мадина Кураева продолжит. Нежность, любовь, доброта, чувство покоя и семейного уюта. Мама – слово на первый взгляд простое, но сколько же в нем веры и тепла, которыми неустанно Медни Мусаевна делится со своими детьми. Пример настоящей матери, обладательница прекрасных качеств, присущих истинной чеченке. Медни Кадырова с большим трепетом заботится о детях и внуках, воспитывает достойных сыновей и дочерей для чеченского народа, прививая им любовь к религии, обычаям и традициям. С раннего детства они изучают Коран и становятся хафизами, трудятся на пути первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. За большие заслуги в укреплении Института семьи и воспитания детей президентом страны Владимиром Путиным она награждена высоким званием «Мать-героиня». Я от души поздравляю Медни Мусаевну с присвоением ей высокое почетное звание президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина «Мать-героиня». Для меня, как житель Чеченской Республики, это особенно отрадно, и я горжусь этим, так как Медни Мусаевна является во многом образцом чеченского материнства, пройдя сама нелегкий путь рядом с нашим лидером, героем России Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, она сумела воспитать достойных членов общества, привить им любовь, уважение к старшим,
к традициям, обычаям чеченского народа, к религии. Особенно хочу отметить, что старшие дети Рамзана Ахматовича Кадырова, Медни Мусаевна не только изучили Коран, но и выучили его наизусть, то есть стали хафизами. Это особенно почетно для мусульман. И на сегодняшний день, несмотря на молодой, а где-то и юный возраст, дети Рамзана Ахматовича Кадырова, Медни Мусаевна вносят большой вклад и достигли больших успехов в тех или иных направлениях, в которых они заняты, и в том числе в защите Отечества, несмотря на свой молодой возраст, они уже побывали на передовой и не стали отсиживаться. И действительно, как в свое время и Рамзан Ахматович в юности стал на защиту законности интересов чеченского народа вместе с Ахмат Хаджи Кадыровым, так и сегодня дети Рамзана Ахматовича Медни Мусаевна проявляют пример патриотизма, достойных патриотов своей отчизны. И, безусловно, в основе этого воспитания является то воспитание, которое привил им Далас Добровольцу, Ахмат Хаджи Кадыров, дедушка, и мать Эмай Несиевна, пусть Аллах продлит ее годы. И сегодня мы можем гордиться достойными детьми Кадыровых. Медни Мусаевна неоднократно отмечалась различными государственными и региональными наградами. Среди них и благодарственное письмо от президента Российской Федерации за активную общественную деятельность. Медни Кадырова долгие годы является вице-президентом регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Вместе с руководителем фонда Аймани Несиевной она принимает активное участие в оказании помощи тысячам жителям не только субъекта, но и нуждающимся по всему миру. Сегодня, несмотря на занятость, Медни Мусаевна занимается, помимо всего прочего, и благотворительной деятельностью под началом Аймани Несиевны, общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова, Далас Добровольцу, и помогает нуждающимся не только в Чеченской Республике, в России, но и далеко за ее пределами. И в наш век, когда с запада дует зловонный ветер, сметающий на своем пути все человеческие ценности, религиозные человеческие ценности, семейные ценности. Особенно отрадно отметить, что в Чеченской Республике, благодаря позиции Рамзана Ахматовича Кадырова, благодаря его активной деятельности, укрепляется, всемирно укрепляется, поддерживается и развивается институт семьи, и появляются образцы воспитания детей. Можем с уверенностью сказать, что благодаря такому воспитанию, такой позиции, как у Медни Мусаевны, мы с вами не допустим, чтобы этот ветер проник в наши дома, и воспитаем наших детей достойным членом общества, настоящими патриотами, мусульманами, чеченцами, которые в любую минуту готовы стать на защиту своего Отечества. И, безусловно, эта награда заслуженная, и это просто констатация, я считаю, констатация факта, за что мы благодарны нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину. И еще раз поздравляем Медни Мусаевну и весь чеченский народ с этим высоким почетным званием «Мать-героиня». И желаю Медни Мусаевне счастья, здоровья и семейного благополучия. О том, что первая леди республики прекрасная хозяйка, супруга, мама и бабушка, знают и в народе. Медни Кадырову любят и уважают, считают действительно олицетворением чеченской женщины Наны. Она заслуживает это звание, мать нескольких детей, во-первых. Во-вторых, нахан годешью из адмирулки хаушью и тергво ешью из. Она пример для чеченских женщин. Хорошая мать для своих детей. Я всегда смотрю новости, наблюдаю, как она воспитывает. Я считаю, что это заслуженное звание. Она помогает многим нуждающимся жителям, поэтому хотелось бы пожелать ей удачи во всех ее начинаниях, пожелать дальнейших успехов и счастья во всем. Почетное звание «Мать-героиня» в России считается высшей степенью отличия для женщин. Оно присваивалось еще в советское время матерям, которые воспитали 10 и более детей.
Решение о возрождении награды поддержал глава государства. 15 августа этого года был подписан соответствующий указ. Матерям-героиням будут выдавать орден, грамоту и выплатят единовременное поощрение в размере 1 миллиона рублей. На сегодняшний день званием отмечены 2 женщины. В республике высоко развит институт семьи, и его укрепление – главной задачей руководства. В этом направлении проводится масштабная работа. Еще в 2017 году по поручению Рамзана Кадырова была создана рабочая группа по гармонизации брачно-семейных отношений и возможного соединения. Ну а на сегодняшний день в регионе более 100 тысяч многодетных ячеек общества, воспитывающих от 3 детей. Мадина Кураева, Сайдамин Даутмирзаев, Вести, Чеченская Республика. В станице Наурская после капитального ремонта открылась школа искусств, являющаяся центром художественно-эстетического образования всего муниципалитета. Украсила своим присутствием мероприятие и министра культуры Айшат Кадырова. Амина Тупилагова о ценностях, которые образовательное учреждение прививает подрастающему поколению. В регионе каждый день происходят важные события. Одним из них по праву можно считать открытие школы искусств в станице Наурская после капитального ремонта. Радостное мероприятие украсило своим визитом министр культуры Чеченской Республики Айшат Кадырова. После официальной части министру провели экскурсию по классам. Работы по капитальному ремонту школы были проведены в рамках реализации национального проекта «Культура». Обновление материально-технической базы также дело рук молодого, но амбициозного министра. Все меры направлены на всестороннее развитие подрастающего поколения. Станица Наурской – это у нас единственная детская школа искусств. Здесь у нас реализуется 8 программ, из них 3 предпрофессиональные программы и 5 общеразвивающих программ. Обучается у нас 213 учащихся. Дети бесконечно, безмерно рады открытию школы, потому что мы ждали этого с нетерпением. Светлые классы, светлые помещения, оборудование, за все, что нам предоставили. Не секрет, что в селах живут весьма талантливые люди, но чтобы раскрыть их способности, нужно создать благоприятную среду, как для учащихся, так и для преподавателей, ведь именно они являются для детей проводниками в красочный мир искусств. Проведение вот этого капитального ремонта позволило значительно улучшить техническое состояние нашего здания, создать благоприятные условия по художественному, эстетическому воспитанию детей. Вот детская школа искусств – это культурное учреждение, и, безусловно, детям вдвойне приятно постигать то или иное искусство в таком красивом, уютном, теплом помещении. Созданы все благоприятные условия. Светло, красиво, во-первых, чисто, все новое. И от лица всего коллектива хочу выразить огромную благодарность министру культуры Чеченской Республики Кадыровой Айшат Рамзановне за содействие в таком деле. Луизе Лобазановой 16 лет. Юность девушка решила посвятить искусству, тем самым реализовав свои детские мечты. Посещает кружки актерского мастерства и хорового пения. Переменам в стенах родной школы очень рада. Конечно, у этой школы была своя душа, но сейчас в новом свете, в обновленном виде она стала еще прекраснее. Сюда хочется ходить еще больше. Всего в школе искусств 8 образовательных программ, из них 3 предпрофессиональные. По классу фортепиано, хореография и искусство театра. Остальные общеобразовательные – национальная гармонь, сольное пение, декоративно-прикладное искусство. После капитального ремонта здание школы изменилось до неузнаваемости. Просторное, светлое помещение, новое оборудование и бесконечная радость жителей станицы. Все это – результат плодотворной работы Министерства культуры. Завершая свой визит, Айшат Кадырова собрала всю культурную интеллигенцию района, дабы поощрить отличившихся сотрудников от лица профильного министерства почетными грамотами. Кроме того, от регионально-общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова работникам учреждения культуры выделен 1 миллион рублей. Амина Тупилагова, Шейх Мансур Малатов, Руслан Магомадов. Вести, Чеченская Республика. В Национальной библиотеке состоялась презентация книги, посвященной памяти Асланбека Дамбаева. Роза Дамбаева представила свою первую книгу, написанную в память о супруге, посвятившем большую часть своей жизни детям-сиротам. В советское время он являлся директором школы-интернат целых 36 лет. Среди пришедших почтить его память были не только родные и близкие, но и его воспитанники. Как было отмечено, книга предназначена для широкого круга читателей, всех, кто как-то интересуется историей родного края и народа, достойным представителем которого и был главный герой.
книге отображены, конечно, о всей его рабочей биографии написать это просто нереально, невозможно. Там освещены некоторые эпизоды из его жизни. Вот, это автобиографическая такая небольшая повесть, и она дополнена публикациями, которые были посвящены ему, его работе и различными журналистами, различными, значит, представителями газет. И большая часть там дополнена воспоминаниями его бывших коллег, учеников. Вот. В Чеченскую республику прибыли трудные подростки из 15 регионов страны. Они примут участие в военно-патриотической смене «Сила Кавказа». Это совместный проект главы субъекта Рамзана Кадырова и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Мадина Нусалчиева продолжит. 250. Ровно столько человек приземлились в аэропорту Грозного имени первого президента Чеченской республики Ахмата Хаджи Кадырова. На этот раз регион у себя в гостях принимает трудных подростков в возрасте от 14 до 17 лет из 15 субъектов страны. И воодушевлены, им очень интересно. Все хотят сфотографироваться с вашим президентом, хотят вообще увидеть, как вообще как у вас все это происходит, как интересно люди живут, как ребята живут, чем дышат, познакомиться с ребятами. Им очень интересно. Поводом для столь масштабного сбора стало проведение военно-патриотической смены для подростков «Сила Кавказа». Ребятам предстоит провести в регионе неделю, но сначала заселение в детском оздоровительном лагере «Горный ключ». В тот же вечер состоялась торжественная церемония открытия смены. Посетили ее министр труда, занятости и социального развития Чеченской республики Усман Баширов и заместитель начальника по обеспечению деятельности уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Владимир Хромов. Подростки, которые сегодня приехали на эту смену, они увидят совершенно другой мир. Они увидят, во-первых, мир сильных, честных, открытых людей. Они увидят систему отношений, основанную на традиционных ценностях, в том числе связанных с традициями семьи, с традициями отношений между родителями и детьми. И, конечно же, очень важный уклон в смене – это военно-патриотическая тематика. Это спорт, это здоровый образ жизни, это любовь к родине, это защита Родины. После того, как все слова приветствия и пожелания хорошо провести время сказаны, ребята представляют свои отряды. Первый отряд. Наш девиз. Когда мы едины, мы не победим. Главная цель проекта «Сила Кавказа» – патриотическое и духовно-нравственное воспитание трудных подростков. Это ребята не совсем легкой жизни на самом деле, да. И благодаря главе нашей республики они оказались сегодня в уникальном месте, в горном лагере, «Горный ключ», да. Для них в их жизни открылась новая страница. Да, безусловно, ребята получат мощный заряд бодрости. У нас расписаны по пунктам программы их пребывания. Они получат очень серьезные уроки в рамках военно-патриотического воспитания, в рамках духовно-нравственного воспитания. Пребывание в лагере включает в себя свободное посещение спортивных секций и бассейнов, встречи и семинары с привлечением специалистов, работающих в данном направлении, тренинги на коммуникацию и многое другое. В течение недели ребят будут знакомить с регионом, его традициями и культурой. Ну а первой точкой в маршруте наших гостей стал Российский университет спецназа. Инструктора спецназа подготовились к приезду юных гостей основательно, как и подобает бойцам. Сначала уже по традиции теплое и торжественное приветствие. Сразу после него подросткам демонстрируют новые высокопроходимые тактические автовездеходы «Чаборс». Разработаны они специально по заказу Российского университета спецназа. Идею проведения подобных мероприятий сотрудники университета охотно поддерживают. Для подростков это очень большая польза, потому что они приобщатся к подготовке наших спецподразделений. Эти подростки увидят, как готовятся наши добровольцы, которые сейчас едут на специальную военную операцию. Они увидят, как готовятся спецподразделения, которые участвуют также в спецвоенной операции, участвуют в борьбе с терроризмом, участвуют в борьбе с преступностью. Это очень важная составная часть патриотического воспитания наших подростков.
Далее гостей ожидал осмотр аэродинамического комплекса «Гудскай». С точки зрения технологичности, это самый большой и современный комплекс в России. Это место уже успело завоевать признание любителей аэроспорта и просто желающих попробовать что-то новое и необычное. Следующее по плану — стрельбище. Без лишних слов, зрелище действительно впечатляющее. Это только середина экскурсии и третий день их недельного пребывания в Чеченской Республике, но ребята уже полны эмоций. Очень понравилось стрельбище, вот это вот полигон, где мы сейчас находимся. Также очень гостеприимный народ, очень приветливый. Тут очень интересно, тут такой интересный народ вообще, в принципе. У них традиции отличные. И вот участники добрались до тактического города. Подросткам наглядно демонстрируют работу спецназа во время штурма. Завершается экскурсия на полосе препятствий. Она обязательная часть во время соревнований и учений бойцов спецназа. Так как некоторые действия могут быть травмоопасны для неподготовленного человека, мальчишки проходят ее упрощенный вариант. Но сложности это не отменяет. Мне экскурсия очень сильно понравилась, в особенности, когда именно сама полоса препятствий. Самое сложное для меня было это, наверное, рукоход, поскольку я до него почти не допрыгнул. Вот. И, в принципе, все мне понравилось. Впереди у ребят очень насыщенная программа пребывания. Помимо спортивных мероприятий, их ждут экскурсии по достопримечательностям региона и знакомство с богатой культурой чеченского народа. Мадина Цалчиева, Магомед Тагаев, Харан Абдулаев. Вести, Чеченская Республика. В регионе проходит военно-патриотическая спартакиада. Среди заданий — строевой марш, бег на 100 метров, умение одевать противогаз в чрезвычайных ситуациях, а также правильно и быстро проводить сборку и разборку автомата Калашникова. В каждой команде по 7 человек. Тур по Лолита Исумов с подробностями. Сила и ловкость – это главные составляющие любых командных турниров. Учащиеся школ разных районов субъекта сошлись, чтобы принять участие в республиканской военно-патриотической игре «Спартакиада». На плацу от каждой команды выстроились по 7 человек, плюс сопровождающий представитель. Для выполнения специальной военной операции «Табан». Хаздион Алгойч, Хазкубан Алгойч, Хазнеясан Чакболш, Пишсан, Табелш, Табац, Даур Болш, Нахбацки, Шу, Кукертадол, Церитха, Сменю, Сундел, Шентедилдол, Дикар, Эш, Хаз Горда, Хаз Четка, Чакдах, Шулевчани, Далам Улаха, в республике, когда представителю. От строевого марша до бега на 100 метров. А кроме того, юноши соревнуются в умении одевать противогаз в чрезвычайных ситуациях, а также правильно и быстро проводить сборку и разборку автомата Калашникова. Независимые судьи фиксируют все результаты. В каждой дисциплине можно набрать определенное количество очков. Пока одни выполняют стрельбу из пневматической винтовки, другие подтягиваются, отжимаются, а также проходят полосу препятствий. Участники при этом делятся эмоциями со съемочной группой ГТРК «Войнах». Спорт очень важный, умею заниматься дальше. Хока дахкина джо хасхейти. После индивидуальных выступлений приходит время командного. Последний конкурс перетягивания каната. Это настоящий кульминационный момент. Ребята из последних сил пытаются добыть для своих команд драгоценные баллы для завоевания победы. На церемонию награждения прибыл и министр Чеченской Республики по физической культуре, спорту и молодежной политике Иса Ибрагимов, с приветствием выступивший перед школьниками. Первый класс Мариуполь чуама санахилласо лакатига долсур бершан лушел учебник пише за первую очередь амоштек адамат таман амошту сундела вая милчан чуа кичил диешду таман гоузил диешду дамуха вай почот эдиланума милчена чехдокорду. По итогам состязаний третье место досталось команде из города Аргун, второе занял коллектив Грозный, а победу увезли с собой ребята из Урус-Мартановского района. Все они получили кубки и ценные призы от организаторов патриотических игр. Турник аджуманиш иштони первый якан стелероя второй якер ничай якер. Белес хил согоч хил додаса.
Теперь школы могут гордиться своими учащимися. Они показали как знание, так и силу духа. Турпа Лолита Исумов, Магомед Басаев и Харон Абдулаев. Вести. Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать и на наших страницах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.